Нижнекамский пенсионер доверился мошенникам, которые представили сотрудниками энергокомпании. Ему обещали льготы, но вместо них оформили кредит почти на 500 000. Осенью казанская пенсионерка отдала мошенникам все сбережения и осталась с долгом на 7 лет. Злоумышленники вынудили ее оформить кредит на 600 000 рублей. Для борьбы с мошенниками разработали новый механизм. С 1 марта россияне могут добровольно установить самозапрет на получение кредитов и займов. Светлана Гайда использовала для этого госуслуги. Установить запрет на кредиты могут все жители России, у которых есть подтвержденная учетная запись на госуслугах. При этом установить запрет на кредит можно только на себя. Порядок установления самозапрета занимает пару минут. После подтверждения личных данных нужно выбрать вид запрета, подписать заявление электронной подписью и отправить на рассмотрение. Ограничение начнет действовать уже на следующий день. Для борьбы с мошенниками Госдума уже приняла закон. С сентября начнет действовать так называемый период охлаждения. Кредиты не будут выдавать сразу, чтобы было время осмыслить. Выдача кредитам гражданам будет, скажем так, отсрочена. Если кредит выдается на сумму от 50 до 200 000 рублей на 4 часа, если свыше 200 000 рублей, то более 48 часов. Правоохранители же усилят борьбу с киберпреступностью. Специальный курс ведут в школах полиции.